Инвестиционный климат в Коми. Какой он? Что делает профильное ведомство для привлечения инвесторов? Как оценивают условия работы в нашем регионе предприниматели? Все эти вопросы, как решили участники встречи, мало освещены в прессе. Тем временем сложная тема становится предметом спекуляций для обитателей социальных сетей. Домыслов, фантазий мы с вами читаем море на эти темы. Да? Кто виноват, что делает. И, как правило, специалистов и экспертов у нас пруд-пруди. Вот. Круглый стол клуб решил собрать для того, чтобы как-то обозначить параметры, где республика, где регион проигрывает, отстает, где что-то получается, где есть какие-то локомотивы роста. Еще 5 лет назад в республике стояла проблема утилизации остатков лесопиления. Сегодня переработка древесины практически безотходная. Появился интерес даже к листве и хвое. Вложения в отрасль немалые. Инвестиционные проекты реализуются в сельском хозяйстве и, конечно, фундамент экономики региона – добыча природных ресурсов. А вот их глубокая переработка в условиях севера – дело пока затратное. Бизнес хорошо это просчитывают, связывают это и с высокой стоимостью железнодорожных тарифов, транспортными плечами, с отсутствием, особенно в сторону севера, дорог с твердым покрытием. Ограничения, которые есть и которые определены законодательством в виде северных и районных льгот, которые присутствуют и которые также ложатся здесь добавленной стоимостью. Северные условия, протяженность региона вносят свои коррективы в инвестиционный климат республики. Вкладывать с риском для кошелька потенциальный инвестор вряд ли согласится, а потому ищет привлекательные условия. Один из бонусов – региональные и федеральные преференции. Такие дает, например, работа на территории опережающего развития. Статус уже приобрела Емва. Но первопроходец, предприниматель Антон Щербович, ощутил на себе не только блага, но и трудности. Натиск фискальных органов часто осложняет жизнь. Я самый первый, я это все на своей шее пробиваем. Элементарно. Вот сейчас был такой казус с налоговыми органами. Я освобожден полностью от налога на имущество. А мне официально опять уведомили, что я обязан его платить. И в конце года мне это вернут. Соответственно, мы не платили, но мы внесли изменения, подали уточненку, нам еще и штрафы за это купили. Немаловажный фактор в развитии экономики – профессионалы на местах. Бизнес приходит в конкретный населенный пункт. И там не всегда есть компетентные специалисты, даже несмотря на то, что 3 вуза республики выпускают достаточно сильные кадры. В ходе дискуссии эксперты предложили ввести в критерии оценки работы муниципалов и инвестиционную составляющую. Они как-то решают своим путем, приходя в муниципалитеты, получая по 3-4 года оформляя землю. Это у меня есть такие случаи, что до сих пор я 1,5 года не могут как Кировсе землю оформить, потому что там лес, оказывается, федеральный стоит. То есть муниципалитеты вообще не знают, что у них на своей территории происходит. Итогом встречи стало решение отдельно разобрать каждый проблемный момент. Следующая дискуссия должна состояться на площадке Общественной палаты Коми с привлечением уже и надзорно-контрольных органов. Ольга Коняева, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.